Калі ўзнікае падазрэнне аб сапраўднасці грашовых сродкаў у тых жа абменных пунктах, яны абавязкова канфіскуюцца і направляюцца на экспертызу. Чарговы выпадак – 4 50-доларовыя купюры, якія імкнуліся абмяняць. Вызвало сомнение то, что денежные билеты 96 года, сейчас они реже встречаются, и поэтому немного, может быть, на ощупь не так они себя вели. Плюс в 96 году еще не было инфракрасной защиты на оборотной стороне денежных билетов США, поэтому, соответственно, положив, наверное, под инфракрасное облачение, не увидели отсутствующих двух полос. На гэты раз купюры будуць свернуты ўладальніку. Трапляецца і шмат падробак. У гэтым годзе іх больш за ўсё выяўлена ў Пінскім, Столінскім і Баранавіцкім раёнах. В российских рублях чаще всего это 5000 рублей и 1000 рублей. Что касается долларов, чаще всего, наверное, это 50-ки и сотки. Недавно было в Барановичах изъято евро 200 и 500. Они были частично подделаны, использовались сербские динары, подчищались какие-то определенные реквизиты, и на них потом дополнительно наносились реквизиты, которые могли быть похожи на евро. А толькі за кастрычнік на тэрыторыі вобласці супрацоўнікамі міліцыі выявлена ўжо 11 падробак. 7 у Пінску, 3 у Брэсце, 1 у Драгічыне. Как показывает практика, чаще всего попадают фальшивые 5000-е купюры Центрального банка Российской Федерации. Кроме этого, попадаются 100-долларовые купюры США и евро. Номиналом 20 евро, 50 евро. Хочется особо отметить, что сотрудниками милиции предприняты ряд мер, которые направлены на пресечение таких фактов мошенничества. С нашими коллегами из Российской Федерации, Республики Польша, Украины налажено тесное сотрудничество. Юрий Петлюр, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».